Задуль Маат, замечательная книга Ибн аль-Кайима, он упоминает 4 вида джихада. 4 вида джихада, которых нужно знать. Первое – это джихад с собственной душой. Хорошо, джихаду нафс. Джихад со своим нафсом. В какой суре в Коране, во многих сурах, конечно, но из тех сур, которые мы проходили, когда изучали 3 основы, в ней разъяснен этот джихад. Джихад с нафсом. Мы там говорили. Мы говорили там про это. Это сура Аль-Аср. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Знание, деяние, призыв, терпение на пути знания, деяния, призыва. Помните? Вот это джихад с нафсом. Этот джихад, он первый. Он первый, братья. С этого начинают. Прежде чем бороться с кем-то, прежде чем бороться с неверующими, ты сначала борись с собой. Ты должен бороться с самим собой. Ты должен вести джихад со своей душой, со своим нафсом. В отношении чего ты должен бороться с ним? За что? Знание. Знание. Посмотрите, когда мы начинали изучать 3 основы, сколько было людей, сколько сейчас. Яхи, потому что это знание, это джихад. И мы говорили из важнейших видов джихада. Он требует борьбы с нафсом. Потому что нафс зовет тебя зарабатывать деньги, или зовет тебя развлекаться, или еще к чему-то зовет. Делать джихад с этим нафсом, чтобы получить это знание. Узнать. Дальше. Хорошо узнал. Теперь нужно джихад вести с нафсом, чтобы это знание не просто осталось знанием, а его надо теперь претворить в деяния. Илля ладина аману ва амилу салихат. Дальше. Хорошо, ты, машаллах, узнал. Ты стал делать сам. Но теперь же тебе нужно призывать людей к этому. Дa'ва. И это тоже джихад, чтобы вести дa'ва. Потому что вести призыв, правильный призыв, искренний призыв, это очень непросто. Пусть Аллах Субхану ва Тааля поможет нам, даст тауфик, помощь. Дальше проявлять сабр на всех этих этапах. Чтобы быть терпеливым и иметь сабр, это великий джихад. Это очень важный джихад. Так на пути знания, деяния, призыва и сабра. Это что? Это есть джихад с нафсом. Это первый вид джихада. И это муджахид. Этот человек муджахид. Хорошо? С этого все начинается вообще. Второй вид джихада. Джихад с шейтаном. Джихад с сатаной, с дьяволом. Мы говорим: «Аузу билляхи минаш шейтани раджим». Прибегаем к Аллаху от шейтана раджим. Раджим, то есть побиваемого камнями или прогоняемого. Да, прогоняемого. Но раджим не только имеет значение прогоняемый. Раджим может быть понято как, имеет смысл также раджим, говорят некоторые уляма. Раджим, то есть наоборот тот, который бьет. Шейтан назван так раджим, потому что, или раджим, потому что он бьет. Ярджуму, бьет. Он бьет человека с 2 сторон. С 2 сторон бьет человека. Со стороны греховных страстей. Это называется по-арабски шахават. Страсти, плотские страсти, греховные. Шахават. И бьет со стороны шубугат. Шубугат — это разные заблуждения, отклонения в убеждениях, сомнения. Это шубугат. С 2 сторон. Иногда смотришь, человек, машаллах, и молится он, и от прелюбодеяния он сторонится, и запретные деньги он не зарабатывает, отказывается, да ищет халяльные деньги. То есть шахават, здесь он что? Может сопротивляться. Но, субханаллах, смотришь, у него заблуждение в акиде, в вопросе таухида и ширка, и в вопросе манхаджа, и там, и тут. То есть у него проблема где? Со стороны какой его ударил шейтан? Со стороны шубугат. Со стороны шубугат. Со стороны вот этих вот заблуждений, сомнений, отклонений в представлении. Так вот, шахават, вот эти греховные страсти, они представлены грехами, либо большими, либо малыми. Шахават, таким образом, что это такое? Это большие и малые грехи, касающиеся плотских страстей или алчности, денег или еще чего-то. Большие и малые грехи.
Понятно? А шубугат теперь, вот эти сомнения и заблуждения, они чем представлены? Там кабайр оссагайр, большие и малые грехи. А здесь что? Здесь бидаты и ширк. Понятно? Нововведение или многобожие. А многобожие, в свою очередь, может быть чем? Большим и малым. Но когда ты ведешь джихад с шайтаном, ты ведешь джихад против чего? Против вот этих двух вещей. Да, двух сторон, с которых он бьет тебя. Против чего? Шахават. Страстей. Это значит, ты борешься с большими и малыми грехами. И против шубугат. Против чего, значит, борешься? С бидатами и ширком. А ширк бывает большой, бывает малый. Бывает явный, а бывает скрытый. Пророк Сусам сказал людям, и каким людям это говорит? Людям, среди которых Абу Бакр, ради Аллаху та'аля, он говорит, ширк среди вас, среди этой уммы более скрыт, чем муравей, который ползет. Субханаллах, то есть подкрадывается к человеку, даже не замечает, что он уже впал в ширк. И когда люди спросили, а что же делать, Пророк Сусам научил их дуа. А когда Абу Бакр спросил, что делать, Пророк Сусам сказал дуа, который устранит от тебя ширк большой и малый. И потом научил этому известному дуа, который вы все, наверное, знаете, иншаллах. Кто не знает, пусть спросит те, которые знают. Итак, борьба с чем? С шубугатами, это борьба с нововведениями, борьба с ширком, большим и малым, явным и скрытым. Вот кто ведет вот эту борьбу, тот является муджахидом против сатаны. Это второй вид джихада. Третий вид джихада. Это джихад с лицемерами, четвертый джихад с неверующими. Мы говорили, что джихад с лицемерами или неверующими ведется посредством сердца, посредством языка, посредством действий органов, посредством чего? Имущества. Посредством имущества, да, это очень важный вид джихада. Например, кто-то скажет, как я могу вести джихад посредством имущества? Очень просто. Например, человек на свои деньги, на свои средства купил какие-то книги религиозные. Посредством этих книг осуществляется призыв иудеев-христиан. Или издал какую-то книгу хорошую, призывая иудеев и христиан к свету, к истине, к таухиду, поклонению их Создателю. Это джихад? Да, это джихад. Конечно. Или распространять какие-то аудиолекции. Это джихад, да, это джихад. Это очень важный вид джихада. Это из важнейших видов джихада, из главных видов джихада вообще. И сегодня особенно. Итак, это виды джихада. И вот здесь, братья, когда мы уже говорим о джихаде, здесь уляма заостряет наше внимание на одном очень важном вопросе. Они говорят, есть люди некоторые, которые занимаются призывом отправляться на джихад в разные страны мира, в разные регионы мира. Что говорят им уляма? Ну, во-первых, в подобных вопросах обязательно и непременно нужно обращаться к кибару уляма, к большим ученым, Потому что это только их компетенция решать такие вопросы. Жизни, смерти, джихада. Почему надо к ним обращаться? Удивительно, люди обращаются к ученым по разным вопросам и доверяют им в очень важных вопросах. Когда речь идет об этих вопросах, вопросах джихада, почему-то они не хотят спрашивать ученых и не доверяют им. Это удивительно. Ты доверил людям свою акиду этим, акиду свою ты доверил этим людям, а в этих вопросах ты не доверяешься им. Удивительно. Посмотрите, когда до нас доходят взгляды каких-то крупных ученых по тем или иным вопросам религии, акиды, особенно акиды. Например, мы узнаем слова Лежна Даима, постоянного комитета ученых, по этому вопросу акиды, да? Или слова Ибн База, его мнение по этому вопросу акиды, или слова Шейха Усаймина, или слова Шейха Аль-Альбани, например. Когда до нас доходят их взгляды по этим вопросам, вопросам акиды, мы что делаем? Как правило, мы принимаем это. Почему принимаем? Доверяем и принимаем, потому что эти ученые, они известны всем правильностью своей акиды.
приверженностью истине, сунне, правильностью своего мангаджа они известны. Аллах их прославил этим. Приверженностью пути предшественников. Поэтому мы и доверяем. Если до нас доходят их слова, какие-то вопросы акиды, мы доверяем этим словам, мы принимаем их. Вот если мы в вопросах акиды, таком важном, самом главном вопросе, мы доверяем их взглядам и принимаем их взгляды, то почему в таких вопросах, вопросах фикха, к которым относится вот этот вопрос джихада, почему здесь не принимаем? Здесь тем более должны принимать. Тем более, потому что иначе получается, что мы противоречим самим себе, верно или нет? Мы противоречим самим себе. Почему здесь ты не принимаешь? Почему ты в этих вопросах фетв не принимаешь? Ну, просто пример. Человек доверил врачу операцию на сердце, хорошо, и при этом не доверяет ему же, там, не знаю, сделать укольчик или кардиограмму или что-то. То есть как-то удивительно. Противоречие самому себе. Ты доверяешь уляма, а здесь почему не доверяешь? Почему спрашиваешь незнающих людей? Почему спрашиваешь призывающих, которые эмоционально рассказывают? Пусть даже что-то у него есть из знания, но он не относится к большим ученым. Почему ты доверяешься его эмоциям и его красноречию в таком вопросе, как джихад, связан с жизнью, смертью, с пролитием крови и так далее? Так это первое. Что мы должны, во-первых, обращаться к кибару уляма, большим ученым в этих вопросах. И им доверять в этих вопросах. Потому что они дальше от ошибки, чем мы все. И потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Фас'алу аля зикри ин кунтум ля та'ламун». Спросите людей знания, если вы не знаете. Хорошо. Во-вторых, очень важно. Джихад – это что? Это ибада, правильно? Это вид поклонения. Это вид поклонения. А всякая ибада, всякий вид поклонения может быть действительным только при наличии определенных для этого ибадата, для этого поклонения, определенных для него религий, условий, шурут. Хорошо? Обязательных каких-то предписаний, это ваджибат, соблюдение рукнов, столпов. Правильно? То есть любое поклонение имеет свои шарты, условия. Ваджибаты, обязательные предписания, рукны, столпы, без которых это поклонение будет недействительным. Верно? Или, может быть, это все есть, но присутствует мавания, то есть какие-то препятствующие обстоятельства. Так вот, чтобы поклонение было действительным, должны быть условия, соблюдены ваджибаты, соблюдены рукны, и не должно быть мавания. То есть, что такое мавания? Препятствующих обстоятельств не должно быть для действительности этого поклонения. Ясно? И джихад такое же поклонение. Если не будет ваджибаты соблюдены, рукны, столпы, шарты, условия, или будут мавания, то есть препятствующие обстоятельства, то поклонение, оно будет несостоятельным, оно будет недействительным. И это все касается, распространяется, конечно же, на джихад тоже. То есть обязательно в отношении джихада должны быть соблюдены условия, обязательные предписания ваджибат, столпы. Если это все есть, джихад правильный, истинный. А если вот что-то отсутствует из этого необходимого, то это несостоятельный и недействительный будет джихад. Вот ведь ты же хочешь, чтобы твой джихад был истинным, а не ложным. Хочешь или нет? Ну, хочешь, чтобы он был истинным, а не чтобы он был несостоятельным. Правильно? Не хочешь, чтобы он был несостоятельным. Это второе. Так джихад, он, как всякое поклонение, имеет свои правила, установленные четко религией. И человек, когда совершает намаз, прежде чем совершить намаз, он идет, совершает вуду, очищается сначала от наджасы, потом совершает вуду, правильно? Представьте, человек, ему говоришь: соверши вуду, и обратись к кибле, потом делай намаз. А он обращается в другую сторону и делает намаз без вуду, и говорит: ничего, и так пойдет. Ничего, это уляма не знают просто, и так тоже можно. Что скажете по такому человеку? Скажете: джахиль или сумасшедший, верно? Как ты без условий намаза делаешь намаз? Это недействительный твой намаз, бесполезный намаз. Почему против джихада? Это такое же поклонение Аллаху Субхану Тааля. То же самое здесь, есть свои шуруты, свои условия, ваджибаты, рукны. Из них не будет действительно твой намаз, твой джихад. Ты хочешь, чтобы он был действительным, тогда соблюдать надо, иначе бесполезно все это будет. Это второе. Третье.
Вот те, которые куда призывают ехать. Разные регионы, разные страны. Куда призывают ехать эти люди. Объявляют о наличии там они шариатского джихада, законного с точки зрения религии джихада, как они говорят. В этих странах нет, это очень важно, нет одного знамени. То есть нет одной группы. Там много разных знамен, разных направлений. А основой, асали, правилом в вопросе джихада является ведение джихада под одним знаменем. Хорошо? Под одним управлением. Человек поедет туда, нет одного управления, нет одного знамени, значит, нет этой основы. И куда он примкнет, и что это будет. И нет этой основы и правила в джихаде, наличие одного знамени. Это третье. Четвертое, что можно сказать. Человек, который отправляется вот так вот на войну, послушав вот эти громкие эмоциональные призывы, с плачем, с стенаниями и так далее. Отправляется на войну, не умея воевать. Не зная, с кем вместе будет воевать он вообще. Куда едет, что будет кушать, у кого остановится, с какой там валютой ему придется иметь дело, какую еду будет кушать, там, куда. Вообще, куда он едет, хочется спросить, куда он едет, если он вообще не умеет держать в руках оружие, не знает военного дела, или совсем не знает, или почти не знает. Или он собирается там учиться. Если он собирается учиться там, куда едет, это еще одна проблема. Почему? Потому что это земля войны. Это не земля обучения, не земля подготовки. А может, убьют тебя прежде, чем ты туда чему-то научишься там. Или может, только приедешь, тебя сразу убьют. Это как называется? Это называется бросать себя своими руками к смерти. Аллах Субхану Тааля это запрещает. Ля тулку бейдикум иля та'лука сказано. Не бросайте самих себя своими руками к смерти. Аллах Субхану Тааля это в Коране запрещает. Хорошо? Вот эти вот слова, то, что мы сейчас сказали, не означает, что верующий человек, он не помышляет о возвышении слова Аллаха Субхану Тааля. Что он не должен просить у Всевышнего Аллаха праведной смерти на его пути, на пути Аллаха Субхану Тааля, просить подлинной шахады. Эти слова не означают это. Верующий, единобожник, мусульманин, да, он просит у Аллаха Субхану Тааля праведного конца. Все мы хотим праведный конец, верно? Никто не хочет неправедного конца. И верующий, он просит шагаду, да, просит шагаду, смерть на пути Всевышнего. Шагаду просит. Но какую шагаду хочет верующий? Хочет верующий шагаду истинную, шагаду правильную, а не ложную. Посмотрите, Умар бин Хаттаб, ради Аллаху та'аля ан, он все время просил, молил Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах даровал ему шагаду на пути Аллаха Субхану Тааля, чтобы умереть шахидом на пути Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля принял его дуа. Пророк саллаллаху, потому что при жизни сказал, что Умар умрет шахидом. Аллах принял дуа Умара. Но где умер Умар? В Медине. В Медине, когда во время намаза на него набросился этот огнепоклонник и нанес ему эти ранения, и он потом умер. То есть он просил всю жизнь, мог ли он сам или кто-то вообще предполагать, что его праведная мученическая смерть, смерть шахида, его шагада, она произойдет не на поле битвы где-то, произойдет где? Произойдет там, в Медине, где он был, где он управлял верующими, заботился о их делах. Он горячо молил Аллах Субхану Тааля об этом, горячо молил, просил искренне. Так каждый единобожник просит искренне у Аллаха Субхану Тааля шахада, праведную смерть на его пути. И Умар просил у Аллаха Субхану Тааля шахады, Аллах даровал ему шахаду, причем там, где он находился, в Медине. Очень важный вопрос, братья. В таких вопросах, чтобы не запутаться, себя не бросить в пропасть и других людей не увлечь за собой в эту пропасть. Особенно это я обращаюсь к молодым людям. Но не разговаривайте о таких важных вопросах, связанных с жизнью и смертью, с кровопролитием. Не разговаривайте сами, без знания. Оставьте это
вопрос кому? Кибару уляма, еще раз говорю, не просто уляма. И не призывающим, которые громко кричат и плачут и прославились своими такими эмоциональными призывами. Не им, они не решают эти вопросы. Кибару уляма, имамы времени, они решают эти вопросы только. Они эти умудренные знанием, жизненным опытом люди, эти старцы праведные, эти наши отцы в религии, они, которые понимают эти вопросы, они, которые способны поставить правильные акценты, позаботиться об умме, и указать ей, стоит или не стоит делать что-то. По великой милости Аллаха Субхану ва Тааля мы с вами дошли до конца шарха, разъяснения, изучения этой благословенной книги Саласатуль Усуль, 3 основы. Мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, Всевышнего Аллаха, принять от нас наши деяния. Мы просим у Аллаха Субхану ва Тааля сделать для нас полезным то, что мы изучили. Полезным то, чему Он нас научил, Субхану ва Тааля. Мы просим у Него даровать нам знания, л'ильм, праведное деяние, рамаль, искренний призыв к Нему, Субхану ва Тааля, и терпение на этом пути, на пути знания, деяния и призыва. Просим Аллаха Субхану ва Тааля позволить нам жить в исламе и умереть в имане, в вере. Просим Его укрепить нас при ответе на 3 вопроса могилы. Просим Аллаха Субхану ва Тааля защитить нас от страданий в загробной жизни, от страданий в последней жизни, в судный день. Просим Аллаха Субхану ва Тааля рай, просим у Него защиту от адского огня. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. И заканчиваем так, как закончил автор, рахимахуллаху тааля, словами: «Валлаху а'лам», а Аллаху обо всем ведомо лучше. И да благословит Аллах, приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников. Ва саллаллаху аля Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Джазакумуллаху хейр.